соглашение такое достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там и реконструкция взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала будет проводиться за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета, что абхазская сторона возьмет на себя определенные гарантии, в том числе по подведению энергетической инфраструктуры, по решению земельных вопросов, вот, что Российская Федерация со своей стороны даст определенные гарантии в том случае, если у инвестора возникнут какие-то вопросы по взаимодействию с абхазской стороны, там есть определенные дополнительные гарантии Российской Федерации. Договорились о процедуре отбора инвестора, что наша межправкомиссия утвердит отдельный порядок проведения конкурса, привлечения инвестора. Вот. И, в общем, за счет этого мы рассчитываем привлечь инвестора и возобновить транспортное сообщение с Абхазией. Но я думаю, тут рассказывать, наверное, не надо очень много, да, для тех, кто значит, проходил погранпереход, значит, из Сочи в Абхазию, да, те понимают, насколько это летом сложно и насколько действительно хочется иметь второй прямой доступ, как бы, да, второй выход помимо Сочи, я имею в виду еще один аэропорт на том направлении. Он крайне нужен и российской стороне, это будет резервный аэропорт для Сочи. Вот, и, безусловно, поток туристов в Сухум создаст и новые возможности для развития самой Абхазии. Но я думаю, что мои коллеги лучше об этом скажут. Единственное, наверное, что должен еще отметить, что это крайне был сложный документ. Мы действительно его прорабатывали, наверное, последние полгода. Прецедентов таких еще нет. Но мы этот опыт точно используем. Наверное, вот по сложности это аналог соглашения, которое было недавно подготовлено с Ираном по строительству решта старой, да, крупного тоже железнодорожного участка. Вот. И в целом это отражает некую вот новую тенденцию в нашей внешнеэкономической деятельности, что вот эта переориентация экспортных потоков, переориентация нашей экономики, она требует от нас принципиально новых экономических механизмов, и мы эти механизмы вырабатываем, запускаем и способны это реализовать. Поэтому, ну и, конечно, благодарность абхазской стороне за такую кропотливую, профессиональную и настойчивую работу на благоразвитие экономики нашей страны.